Форум «Абхазия. Шаг вперед» оказался довольно представительным. Абхазских и зарубежных экспертов в Сухуме собрал Международный фонд АПСНА, чтобы обсудить день завтрашний в экономике, туризме, предпринимательстве и сельском хозяйстве. Помимо экспертов в работе форума приняли участие представители исполнительной власти во главе с президентом страны Раулем Хаджимба. По словам руководителя Международного фонда АПСНА Сенера Гогуа, проблемы прошлого и настоящего хорошо всем известны. Настало время говорить о том, что необходимо сделать, чтобы изменить к лучшему ситуацию в стране. Проблемы для всех понятны и ясно. Давайте сегодняшнего дня говорить вместе, что мы должны делать. Не одни представители правительства, также представители бизнеса, представители общественной организации. Потому что ни одного нету программы, если не поддержит народ, не поймет народ, никогда положительный результат не получит. Это уже 4-е масштабное мероприятие Международного фонда АПСНА. И каждый раз круглые столы, форумы и семинары проводятся по самым актуальным темам с привлечением экспертов и специалистов, профессионалов в своих областях. С докладом об особенностях сельского хозяйства Абхазии и путях его развития выступил председатель Ассоциации аграриев Республики Джамал Эшба. По его мнению, именно абхазское село во время и после Отечественной войны народа Абхазии не допустило серьезного продовольственного кризиса. Но современный мир диктует свои условия. И чтобы выжить, селу теперь необходимо выстроить финансово выгодную экономическую модель сельскохозяйственного производства. Надо выстраивать высокоэффективное сельхозпроизводство, финансово, экономически они могут только выжить только крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, вертикально интегрированные, перерабатывающие промышленность. Тенденция в мире такая. Вот в Германии уже 4-й год идет программа по увеличению площадей до 80 гектаров и более. Так как обработка меньших площадей считается экономически нецелесообразной и невыгодной. Убеждение, что мелкий сельхозпроизводитель накормит страну и может вести эффективное производство – это иллюзия, считает Джамал Эшба. Будущее за так называемым контрактным сельским хозяйством, когда рядом с крупным агрохолдингом работают десятки мелких фермерских хозяйств, дополняя друг друга. В Абхазии великолепный пример тому, по оценке докладчика, фирма «Вина и воды Абхазии», возглавляемая Николаем Ачба. У нас в целом сохранилось отношение к сельскому хозяйству такое, как в начале 20 века, где все зависит от природно-климатических условий, а современные реалии учитываются очень слабо. А сегодня аграрное производство является высокотехнологическим, наукоемкой отраслью. Любой проект в аграрной отрасли требует тщательной проработки, больших финансовых затрат, начиная с изучения природно-климатических условий, определения качества почвы, вида продукции, поставщика семенного материала, технологий выращивания, изучения рынка сбыта и так далее. Очень много вопросов. В 2015 году самой высокооплачиваемой профессией в мире было не программист, никто, а так называемый постиндустриальный агроном. По мнению Джамала Эшба, новое правительство должно будет разработать и утвердить критерии государственной поддержки сельского хозяйства, в том числе из принципа социальной значимости отрасли. Докладчик обратил внимание на необходимость разработки закона о сельском хозяйстве. Джамал Эшба считает, что закон должен подразумевать наличие и доступность кредитных ресурсов инвесторам, так как это будет стимулировать инвестиционную активность. Генеральный директор компании «Ацетук Тревел» Анна Калягина в своем докладе о туристической отрасли республики отметила, что пляжный отдых – это не то направление, в котором Абхазия может конкурировать с Турцией, Египтом, Крымом и даже с Краснодарским краем. Развитие санаторно-курортных объектов и активного горного отдыха, экотуризма – вот два основных направления развития туризма в республике, считает Анна Калягина. Также особое внимание необходимо уделить воспитанию кадров, обслуживающего персонала. Соблюдение чистоты и порядка, контроль санитарных норм, вплоть до состояния канализационных систем – все становится важным вдвойне, когда от этого зависит развитие отрасли, нацеленной на привлечение туристов и, как следствие, большую прибыль. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава рассказал, что на сегодняшний день в республике около 50 фирм, которые завозят продукцию по прямым контрактам с производителями. Как старая редакция закона об НДС была очень щадящей для бизнеса. И несмотря на несовершенство налогового законодательства, бизнес развивался достаточно неплохо, активно и постепенно укрупнялся. Сырая, недоработанная новая редакция закона об НДС, который, естественно, в любом государстве нужен. И мы считаем, что закон об НДС правильный и формула правильная, просто к нему нужно было готовиться более тщательно, его нужно было прорабатывать. Новая редакция закона об НДС привела к резкому повышению уровня цен, а также к вымыванию денег из бизнеса.
Вместо того, чтобы деньги были в обороте предприятия, они уплачиваются в бюджет при еще не реализованном товаре. Министр экономики Адгур Ардзинба привел цифры, которые, по его словам, наглядно демонстрируют происходящее в экономике. В частности, министр отметил, что за 2015 год рост внутреннего валового продукта составил 3,7%. Бюджет собственных доходов, так как мы его называем, вы знаете, что у нас часть бюджета, к сожалению, формируется за счет внешних источников. Вот собственные доходы у нас в прошлом году нам удалось увеличить примерно на 20%. Если говорить о товарообороте, это тоже ощутимый показатель для нашей страны, для нашей экономики. У нас большая зависимость, к сожалению, от импорта, кратное превышение импорта над экспортом, то и здесь тоже есть определенный рост, который внушает оптимизм. В прошлом году, по итогам прошлого года, у нас экспорт составил 4,5 миллиардов против 2,9 миллиардов в 2014 году. В этом году, в текущем году, вот по данным таможенного комитета за полугодие, экспорт уже сегодня составил больше 3 миллиардов рублей. Адгур Ардзинба назвал одной из первоочередных задач необходимость налоговой реформы. Для большей эффективности внебюджетных фондов рассматривается также возможность введения единого социального налога. Министр сельского хозяйства Тимур Эшба, в свою очередь, рассказал участникам форума о нынешнем состоянии аграрного сектора в республике. Тимур Эшба подчеркнул, что для развития сельского хозяйства необходима мощная поддержка государства. Он высказал идею учреждения государством специального банка, который бы занимался кредитованием исключительно сельхозпроектов, так как, по мнению Эшба, коммерческие банки с неохотой их финансируют. В своем выступлении на форуме президент Рауль Хаджимба привел данные о том, что в 2016 году в 12 раз больше, чем в прошлом, вывезено сельхозпродукции за пределы республики. Это благодаря тем хозяйствам, которые организованы на территории Абхазии. Это парниковые хозяйства, которые стали расти у нас. Разве это не положительная тенденция? Это хорошо, но это мало. Это только первые шаги. И поэтому я уверен в том, что тенденция будет в сторону улучшения. Мы готовы слышать вас, мы готовы ставить и задачи перед исполнительной властью, перед правительством, чтобы количество тех же проверок, о которых вы говорили, мы с вами об этом уже не один раз говорили, и хотелось бы, чтобы здесь была бы реальная работа. Количество проверок действительно очень высоко у нас на сегодняшний день. Проверяют все, кому не лень. Минимизировать нужно количество всех этих так называемых административных проволочек. Создать условия для того, чтобы бизнес был бы до поры до времени при периоде его становления освобожден в большей степени от налогов. Президент отметил, что государство изыскало средства для кредитования бизнеса. Да, мы действительно страна, которая в значительной степени бюджет свой формирует за счет российской помощи. И здесь было сказано кем-то, к сожалению, ничего подобного, я ничего не сожалею. Просто эту помощь нужно правильно использовать, ее правильно перенаправить на развитие экономики страны. И тогда у нас с вами будет возможность говорить о том, что страна начала эффективно работать и получать те средства финансовые, которые создадут основу строительства нашего государства. Сегодня, за последние вот эти 2 года, мы бюджет своей страны с 2 миллиардов 900 миллионов фактических наполнений мы увеличили почти до 4 миллиардов прошлого года. И в этом году мы надеемся получить до 5 миллиардов, где-то 711 миллионов. Рауль Хаджимба обратил внимание экспертов на проблему в сфере энергетики, без решения которой невозможно развитие тех отраслей, о которых речь шла на форуме. Сегодня энергетика находится в самом плачевном состоянии, при том, что у нас ресурсы очень существенные. Сегодня мы с вами получаем возможности только от Ингургеса, при том, что у нас большое количество возможностей малой энергетики. У нас есть возможности альтернативной энергетики использования, но мы при этом практически ничего не сделали. У нас вся система энергетики устарела. Она сегодня находится в критическом состоянии. Как будет развиваться туризм? Как будет развиваться сельское хозяйство, если буквально через некоторое время у нас эта система рухнет? Президент Рауль Хаджимба высказал готовность участвовать в форумах, в которых обсуждение насущных проблем нацелено на реальное их решение. После недолгого перерыва во второй части рабочего форума «Абхазия. Шаг вперед» выступили эксперты из России, Турции и Индии. Амра Амиджиба Саида Гухава, Абхазское телевидение.